встретил бутылочку побольше, вот здесь должна была стоять. Нет? Нет? В этом сезоне в труппе кукольников будут работать двое новичков. Для одного из них это станет в буквальном смысле парадоксальным знакомством со своим будущим подопечными. В этом театре, на самом деле, вот как я попал сюда, меня взяли, дали мне этот шанс, эту возможность работать здесь. Я первый раз пришел в этот театр. Для Гульшат Вафиной обращение к приобретаемому ремеслу – шаг осознанный. Здесь, мне кажется, более сложнее, потому что надо еще не только самой ощутить все это, но и передать как бы кукле. В этом году Казань на базе театра вновь примет международный кукольный фестиваль «Шамбай-фест», который, как считают его устроители, имеет свою неповторимую изюминку. У нас спектакли больших масштабов, что ли. Есть и в нашем фестивале и показы спектаклей и для взрослых, и для детей, и для малышей. Любое пространство работает. Да, любое. Мы не ограничиваем возрастными категориями. Кажется, здесь кто-то есть. Новый сезон в Экияте откроется премьерой «Волшебника изумрудного города». Этот кукольный блокбастер ожидаем на любой сцене. Там много текста, много там, как говорится, говорили, будем говорить. Вот этот текст надо перевести на действенную линию. Сегодня прошли первые обкатки будущих мизансцен. Материал, который теперь оживет на главной сцене, всегда ожидаем. Сказка Волкова – показатель большой зрительской любви не одного поколения. Книжная адаптация американской сказки «Волшебник из страны Оз» Александром Волковым с рисунками Леонида Владимирского стала настольной книгой советских граждан. Новое поколение вчитывается и всматривается в героев сказки не только в Казани, а также в Уфе и Омске. Дмитрий Пивоваров, Сергей Ткаленко, телеканал «Эфир».